Вождение в городе – самая сложная часть экзамена на получение водительских прав. Это прекрасно понимает и Рустам Мархиев. На тестировании в ГИБДД он впервые, но за рулем учебного авто чувствует себя уверенно. Перед отъездом от обочины на проезжую часть пристегивает ремень безопасности, и только потом курсант автошколы выезжает в город. Рустам Юсупович, готовы? Фамилию, имя, отчество свое, будьте любезны. Можете начинать. Соблюдайте правила дорожного движения. Маршрут к получению водительских прав лежит через улицу Чахкиева. Здесь множество дорожных знаков, ограничивающих скорость. Кое-где проезд и вовсе запрещен. На пассажирском сиденье справа от курсанта находится его инструктор, а на заднем – инспектор ГИБДД, который в ходе теста просит водителя выполнить определенные маневры. Развивайте максимально разрешенную скорость движения на данном участке дороги. Менее 5 баллов. Баллы делятся на грубые нарушения, средние и мелкие. Грубые – это 5 баллов, средние – это 3 балла. То есть за грубое нарушение? Да, 1. Грубое нарушение – это сразу 5 баллов. Какая максимально разрешенная скорость? 60. Вы ее набрали. Продолжайте движение. То есть все пока идет нормально? Да, все нормально идет. И вот, когда уже до финиша осталось меньше 2 километров, Рустам допустил одно грубое нарушение. Результат – экзамен провален. Сначала все было нормально, все хорошо. Я смотрел на знаки, на разрешенную скорость, на пешеходы. Но в конце, когда мы уже подъезжали к нашему старту обратно, так получилось, что я ехал по правой полосе, и водитель Приоры выехал и нарушил правила. Мне пришлось из-за него перестроиться, и из-за этого я немножко растерялся, потому что он нарушил, и мне пришлось тоже под него подстраиваться. И я забыл посмотреть на знак, а разрешенная скорость была 30. Я ехал 40, надеюсь, превысил, и 5 баллов штрафных меня убрали, сняли. Сдать экзамен на вождение здесь у здания управления ГИБДД собралось около десятка желающих. Есть и те, кто пробует свои силы уже не в первый раз. Скорость нарушить раз, раз уверен, что сплошно на ехать до раз. Экзамен, экзамены ГАИ Магаси даю лутха городе Чухна чекал, городе Чухна домашняк. А халдита то? Да, халда, он дячил. Всем кандидатам в водители помимо тестирования вождения в городе надо сдать еще 2 экзамена. Теория на знание ПДД по электронным билетам и навыки управления. Их демонстрируют на закрытой площадке или автодроме. Кстати, с 1 апреля текущего года в соответствии с постановлением правительства России номер 1734 вступает в силу изменения в правила проведения практического экзамена для получения водительских удостоверений некоторых категорий. Категории транспортных средств А1, Б1 и М, они также, как и ранее, остаются прием экзаменов на закрытой площадке. Категории транспортных средств Б, С, Д на их базе С1, Д1, а также подкатегория Е к указанным категориям транспортных средств. Теперь для тех, кто желает получить водительское удостоверение от перечисленных мной во второй половине категорий, они должны будут сдавать только единый экзамен на право управления транспортными средствами, имеется в виду практический единый экзамен. То есть мы уходим, госавтоинспекция уходит от формата приема 2 экзаменов, то есть прием экзаменов первоначально на закрытой площадке, и при успешной его сдаче переход к второй части экзамена, это сдача экзамена в практических условиях городского движения. Теперь этот экзамен будет состоять из одной части. Новые изменения также порадуют и тех, кто успешно сдал практическую часть экзамена на площадке и кому предстояло выполнить тестирование вождения в городе. Сразу хочу сообщить, что те, кто до 1 апреля текущего года у нас сдал первый этап практического экзамена на закрытой площадке, те маневры, которые вы там сдали в случае успешной сдачи данного экзамена, они повторяться для вас теперь после 1 апреля не будут. Вы будете сдавать только экзамен, те маневры, которые не были сданы на закрытой территории. Поэтому
В этом случае не надо переживать. Экзаменатор не будет вам задавать, вернее отставить, не будет давать тех команд для выполнения тех маневров, которые ранее вами были уже сданы. Площадка вовсе не показатель навыков вождения курсанта, делятся инспекторы. А насколько хорошо человек умеет управлять автотранспортом, выявит только вождение в городе. Потенциальные водители выигрывают во времени, ведь на один экзамен нужно потратить целый день. Скоро после вступления в силу новых изменений в порядок получения прав кандидатам для сдачи всех тестов потребуется только 2 посещения ГИБДД. Тамара Хшигульгова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.